Четкий шаг, стройные ряды, армейская выправка. Для обывателя движения суворовцев и солдат 58-й общевойсковой армии настолько выверены, что хоть сейчас отправляй на парад. Но командиров не провести. Более 1000 военнослужащих будут усердно репетировать вплоть до Дня Победы. Главный праздник страны должен пройти на достойном уровне. Чтобы участвовать в Параде Победы, нужно пройти жесткий медицинский и психологический отбор. Военнослужащим Южного военного округа предстоит управлять новейшей боевой техникой. Танки Т-90А, система залпового огня «Торнадо-Г», всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М». Всего 70 единиц современного вооружения 9 мая ровными строями пройдут по главной улице Владикавказа. Здесь собраны водители с различных подразделений, и они, в принципе, редко действуют в таком составе, поэтому необходимо добиться именно слаженности. То есть равнение прохождения техники, соблюдение скорости движения, это скорость 5 км в час, соблюдение дистанции между автомобилями, это 10 метров, и дистанции между колоннами 30 метров. То есть колонна должна пройти как единый организм. Несмотря на сложности, ребята сохраняют позитивный настрой и репетировать готовы сколько угодно. Сложность в чем? Держать вот равновесие в шеренге особенно. В этом сложность. Кто-то просто дальше на 10 сантиметров, кто-то отстает. Мы проедем на отлично, у нас все получится, и ветераны нами будут довольны. Марш в честь 70-й годовщины Победы станет самым масштабным за последнее время. Военнослужащие 58-й армии Южного военного округа, личный состав МВД, воспитанники Владикавказского кадетского корпуса пока тренируются отдельно. За несколько дней до 9 мая пройдет генеральная репетиция. Тогда права на ошибку уже не будет. Но главными участниками парада, конечно, станут ветераны. А вот для солдат участие в этом празднике – возможность отдать дань уважения тем, кто 70 лет назад ковал эту великую победу. Тамила Хамицаева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.